Здравствуйте, дорогие ребята! Я приветствую вас на уроке русского языка. Начинается урок, он пойдет, ребята, впрок. Постарайтесь все понять, учитесь тайны открывать. Ребята, вы знаете, что наши знания – это богатство, которое мы складываем в наш сундучок знаний, а когда нужно, достаем и используем. Я надеюсь, что на уроке русского языка каждый из вас сможет пополнить свой сундучок знаний. Прочитайте слова: месяц, завод, девочка, Россия, ученик, Москва, горох. Что объединяет все эти слова? Все слова относятся к части речи существительное, и все это словарные слова. Как вы думаете, а все ли мы знаем об имени существительном? А хотите узнать что-то новое? Сегодня мы с вами продолжим раскрывать тайны имени существительного. Понаблюдайте, как изменяется слово «сосна» в предложениях. Сосна любит расти на сухих песках. Хвоя сосны всегда зеленая. Прилетел к сосне дятел, села на сосну синичка. Растут под сосной маслята, резвые белки играли на сосне. Ребята, что же происходит со словом «сосна» в каждом предложении? Конечно, меняется окончание в зависимости от других слов. Почему оно изменяет свои окончания? Правильно, потому что изменялись вопросы. Выпишем из каждого предложения словосочетание со словом «сосна» вместе с вопросом, который вы будете задавать от главного слова. Выделим окончание. Хвоя чего? Сосны. Прилетел к чему? К сосне. Села на что? На сосну. Растут под чем? Под сосной. Играли на чем? На сосне. Какой мы можем сделать вывод? Имена существительные изменяют свои окончания, когда оказываются в предложении рядом с другими словами и отвечают на разные вопросы. Имена существительные могут отвечать на вопросы кто, что, кого, чего, кому, чему, кого, что, кем, чем, о ком, о чем. При изменении существительного по вопросам изменяется его окончание. А вы знаете, что в русском языке эту длинную фразу можно заменить одним словом? Хотите узнать это слово? Изменение окончаний имен существительных по вопросам называется изменением по падежам или склонением. Тема нашего урока – изменение имен существительных по падежам. Сегодня на уроке мы с вами познакомимся с названием падежей и падежными вопросами имен существительных, алгоритмом определения падежа имени существительного в предложении. Узнаем, от чего произошло название слова «падеж». Слово «падеж» произошло от латинского «казус» – падение. В русском языке это слово было переведено как «падеж». Еще греческие ученые заметили, что имя существительное имеет прямую, основную и косвенную форму, то есть как бы отклоняющуюся от прямой. Отсюда и известный термин склонение. Слова, употребляясь в речи, падают той или иной формой. В разных языках разное число падежей. В русском языке их 6, в других языках мира иначе. Например, в немецком языке их только 4, а в финском целых 15. Каждый народ прекрасно справляется со своими падежами.
А ваша задача выучить 6 падежей русского языка, чтобы говорить легко, грамотно и красиво. Давайте познакомимся с падежами русского языка. Для того, чтобы познакомиться с последовательностью падежей в русском языке, я прочитаю вам сказку о падежах. Как же получили падежи свое название? Он еще не родился, а уже думали, какое ему дать имя, и решили назвать именительный падеж. Он родился и стал родительным падежом. Первое слово, которое он выучил, было «на». Он очень любил со всеми делиться, раздавать все, что имел, и его назвали дательный падеж. Он был большим озорником, за всяческие проделки его винили, и он стал винительным падежом. Потом он подрос, начал творить добрые дела и стал называться творительным падежом. Он всем предлагал свою помощь, о нем заговорили и назвали теперь предложным падежом. Чтобы запомнить название падежей, предлагаю вам выучить такую шуточную присказку. Иван рубит дрова, Варвара топит печку. Именительный, родительный, дательный, винительный, творительный, предложный падеж. Посмотрим на таблицу падежей имен существительных и увидим, что у каждого падежа имеется свой падежный вопрос и свое вспомогательное слово. Именительный падеж есть кто, что, птица, сосна. Родительный падеж нет кого, чего, птицы, сосны. Дательный падеж рад кому, птице, сосне. Винительный падеж вижу кого, что, птицу, сосну. Творительный падеж любуюсь кем, чем, птицей, сосной. Предложный падеж говорю о ком, о чем, о птице, о сосне. Обратите внимание, у одушевленных и неодушевленных имен существительных вопросы различаются. Чтобы легче было определить падеж существительных, каждый падеж имеет слова-подсказки, помощники, вспомогательное слово. Запомните падежные вопросы существительных и их слова-помощники. Обратите внимание, при склонении у существительных изменяются окончания. Просклоняйте существительные ученик, школа. Проверьте себя. Именительный есть кто, ученик, что, школа. Родительный нет кого, ученика, чего, школы. Дательный рад кому, ученику, чему, школе. Винительный вижу кого, ученика, что, школу. Творительный любуюсь кем, учеником, чем, школой. Предложный говорю о ком, об ученике, о чем, о школе. Спешите, поставьте вопросы к выделенным словам существительным. Определите падежи. Если затрудняетесь, смотрите в таблицу вопросов падежей. Проверьте себя. Прочитайте предложение. Запишите слово «река» в родительном, дательном и в творительном падеже. Подчеркните главные члены предложения. Проверяем правильность выполненной работы. На берегу реки, родительный падеж, стоял огромный дуб. К реке, дательный падеж,
вела узкая тропинка. За рекой, творительный падеж, слышится песня соловья. Чтобы правильно определить падеж имен существительных в предложении, надо знать алгоритм, как определить падеж имен существительных. Первый шаг. Найдите слово в предложении, к которому относится имя существительное. Второй шаг. Задайте падежный вопрос от этого слова к имени существительному. Третий шаг. По падежному вопросу и окончанию определите падеж. Для проверки подберите вспомогательное слово. Прочитайте. Определите падеж выделенного имени существительного. Объясните смысл пословиц. Проверьте себя. Всяк живи чем? Своим умом. Творительный падеж. Книга мала, да что? До ума винительный падеж дала. Сила чему? Уму. Дательный падеж уступает. Что? На чем? На уме предложенный падеж. То и на языке. Наш урок подошел к концу. Сегодня на уроке мы сделали еще один шаг к познанию секретов русского языка. Повторим, что мы узнали сегодня на уроке. Пополним наш сундучок знаний. Изменение окончания имен существительных по вопросам называется изменением по падежам или склонениям. В русском языке 6 падежей. Чтобы определить падеж имени существительного, нужно задать падежный вопрос и вспомогательное слово. Вот такие падежи, и ты с ними подружи. Будешь грамотно писать и пятерки получать. Молодцы, ребята! Вы хорошо поработали. На уроке вы узнали, научились и теперь можете. Ребята, я хочу, чтобы вы оценили наш урок. Каждый для себя пусть выберет фразу и продолжит ее. А сейчас мы поднимемся по лесенке успеха. Урок полезен, все понятно, лишь кое-что чуть-чуть неясно. Еще придется потрудиться, да, трудно все-таки учиться, но я думаю, что вы все добьетесь успеха. Благодарю всех за внимание, спасибо за урок, до свидания, до новых встреч.